Итак, хотелось бы высказать свою точку зрения по поводу вопроса о приватизации российскими компаниями наших энергомощностей. Если так посмотреть, если бояться того, что они придут на наш рынок, то это совершенно нелогично и неправильно. Потому что РАО ЕС доказал себя как вполне компания, выполняющая все свои обязательства. Это было видно в конфликте в Грузии. В Грузии практически, вот буквально я вам процитирую, Россия получила практически 80% всей энергоиндустрии Грузии, которая считается стратегической у нас в стране, под право на управление до конца 2024 года. То есть фактически впереди у них еще 12 лет управления энергосектором Грузии. Более того, Грузия недавно стала готовить к продаже, точнее не совсем недавно, а весной 2011 года, ГЭС Храми ГЭС-1 и Храми ГЭС-2. И РАО ЕС подготовила пакет документов по их выкупу. Самое забавное, что когда началась война с Россией у Грузии, это в августе 2008 года, да, 08-08-08, РАО ЕС не отключала свет, не парализовала жизнь Грузии, а исправно выполняла свои обязательства. То есть фактически там были не политические договоренности, а чисто деловые. И эти деловые договоренности были исполнены, о чем отмечено всеми властными структурами Грузии. Поэтому бояться того, что они придут в Кыргызстан и заставят нас дрожать в страхе и практически парализуют всю нашу энергетику, я думаю, это ненормально, нелогично. Например, если вы посмотрите, также в странах Европы это обычная практика. Китайцы выкупили компанию Siemens. Китайцы купили, получается, китайская фирма Ningbo Bird, китайский партнер Siemens, стал вести переговор о покупке производителя, крупнейшего производителя сотовых телефонов, национальной гордости немцев, компании Siemens. Они ее выкупили. И фактически появилась новая марка телефонов BenQ Siemens. Компания, которая выкупила эту компанию, взяла на себя марку BenQ. В итоге, конечно, были немцы, которые говорили: кошмар, вы же отдаете наши стратегические предприятия, вы же практически лишаете нас отечественного производителя, гордости немецкой нации. Но тем не менее, они продали эту компанию, потому что она не могла конкурировать с Nokia. И китайцы, обеспечив низкие цены на эти телефоны, позволили этой компании выжить. Понимаете, законы экономики, они отличаются от законов политики. Также китайцы купили недавно австрийского мобильного оператора. Китайская гонконгская корпорация Hutchison Whampoa договорилась о приобретении мобильного оператора Orange Austria за 1,3 миллиарда евро. Это по данным Wall Street Journal. Hutchison покупает 35% пакет у Orange Telecom, а остальные 65% у инвестфонда MIT Europa Partners. Австрия Телеком — это практически национальный сотовый оператор, национальный, как у нас Кыргызтелеком, австрийская компания. Но и тем не менее, китайцы ее купили, и австрийцы ее продали. Это нормальный деловой процесс. Также, если так посмотреть историю группы Райффайзенбанка в Европе, то Raiffeisen Investment, например, купил, Volia Cable, крупный национальный оператор кабельного телевидения и широкополосного интернета в Украине. И нормально, украинцы продали. А также Raiffeisen Investment выступил консультантом для болгарского оператора BTS. То есть фактически часть болгарского оператора выкупил Raiffeisen Bank. Raiffeisen Investments также купил в Македонии Telecom Spraysk, Telecom Montenegro, то есть две крупные сотовые компании, телекоммуникационные компании. И нормально, тоже стратегические объекты, как наш Кыргызтелеком. И Raiffeisen, получается, также выступил посредником в приобретении и провел полностью инвестирование в крупнейшего болгарского мобильного оператора Mobitel для Telecom Австрии. То есть Австрия Телеком выкупил болгарские телекоммуникационную компанию. Это нормальные бизнес-процессы. И нам нужно всем уже понимать, нам, гражданам Кыргызстана, надо понимать, что в мире бизнеса действуют другие законы, чем в мире политики. Хотя зачастую сама политика — это чаще всего бизнес-интерес. Например,
Пример, да, почему политика это бизнес-интерес, потому что РАО ЕС уже в течение 2000 года все пытается выкупить наш энергосектор. Конечно, в этом есть их замысел, они видят очень большой потенциал дешевой электроэнергии, прежде всего для обработки месторождений нефилиновых сиенитов, для обработки алюминия. Это очень их интересует. С другой стороны, РАО ЕС выполняет свои обязательства деловые на практике, и это показано. Ну, в иностранных государствах, в России, конечно, там бывает разное. В итоге нам не стоит бояться этих сделок. Другое дело, как соблюсти свою выгоду. Ну, я бы сказал, что ни один нормальный инвестор, по моему опыту, никогда не согласится на меньшую долю в пакете компании. Ну, естественно, это естественно, потому что законы бизнеса требуют того, чтобы топ-менеджер в компании принимал решение сам, и чтобы никто его не блокировал. И поэтому тут очень важно соблюсти правительству Кыргызстана по рекомендациям экспертного сообщества. Желательно, что это все сделать в открытую, чтобы не было никаких проблем в будущем, особенно с местным населением, да, с нами, с гражданами, чтобы мы не возмущались завтра потом, узнав, что там что-то от нас скрыли. Надо будет отразить, правильно договориться, соблюсти интересы РАО ЕС, соблюсти интересы нашей страны. Но отказываться от сделки только потому, что контрольный пакет РАО ЕС просит на нашу энергетику, это неправильно. Так ни одного инвестора не привлечешь. Но договоры заключать надо очень аккуратно и очень грамотно. Все? Пора работать.